Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности крупной аварии на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева. Она в это время тронулась на зеленый и влетела в него. Расскажем, как предполагаемый виновник аварии на проспекте Амирхана скрылся с места ДТП. И о смерти в огне в собственном доме 93-летней пенсионерки. А также не прошло и года с момента приговора. На почве личных интересов отношений возник умысел на причине смерти Кирюхина. Вердикт Казаевским вступил в законную силу, что решила апелляционная инстанция. Это и не только. Прямо сейчас. 4 автомобиля столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева. Там столкнулись автомобили Datsun, Kia Rio, Toyota Land Cruiser и «Газель». По словам некоторых участников аварии, в произошедшем виноват водитель грузовика. Говорят, что он на высокой скорости поворачивал с улицы Павлюхина на Назарбаева, не пропустив едущий там автомобиль. Однако своей вины он признавать не спешит. На месте происшествия была Нафиса Минязова. Она в это время тронулась на зеленый и влетела в него. В результате ее откинуло навстречу, лоб в лоб с Kia. Сын Автоледи, управлявший внедорожником, уверен, что его мама в аварии не виновата. Винит в произошедшем водитель автомобиля «Газель». Мужчина, по его мнению, поворачивая с улицы Павлюхина на Назарбаева, не пропустил внедорожник. Говорит, женщина-водитель «Тойоты» выехала на перекресток с улицы Назарбаева на зеленый сигнал светофора и в любом случае должна была закончить его проезд. И водитель грузовика обязан был пропустить автомобиль, но не пропустил. В результате столкновения внедорожник отбросило на едущие во встречном потоке Kia Rio и Datsun. Он говорит, что он пропускал пешеходов, но если бы он пропускал пешеходов и заканчивал маневр, то он бы двигался по крайней левой полосе, а у него амплитуда, что он до крайней левой полосы доехал, а он бы по крайней правой поворачивал. Сам водитель «Газели» комментировать произошедшее не захотел, свою вину также признавать не спешил. Сейчас то, кто понесет ответственность за происшествие, предстоит выяснить автоинспекторам. Облегчить этот процесс могут камеры, установленные на этом участке дороги, съемки с видеорегистраторов очевидцев и участников аварии. Удар был такой силы, что все автомобили получили сильные повреждения. У некоторых даже сработали подушки безопасности. Но, к счастью, в происшествии люди не пострадали. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Протаранил припаркованные автомобили и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, предполагаемый виновник – это водитель автомобиля Nissan Murano. Все произошло на проспекте Фатыха Амирхана. Mitsubishi и легковой пикап были припаркованы у края проезжей части. Сами владельцы машин находились в офисном здании. Выбежали, когда у их машин сработали сигнализации. Тогда мужчины и увидели, как разбитый Nissan Murano скрывается с места аварии. Выяснилось, что изначально иномарка протаранила Mitsubishi, которая отбросила на фургон. Найти виновника будет несложно. Очевидцы запомнили госномера и марку автомобиля. Как только его найдут, кроме ответственности за столкновение, ему может грозить и лишение права управлять автомобилем на срок до 1,5 лет за оставление места ДТП. Один водитель решил, что еще можно, а другой, что уже пора. Лада Гранта и Kia Rio не поделили перекресток улиц Рихарда Зорги и Юлиуса Фучика. Удар был такой силой, что оба автомобиля потеряли способность двигаться самостоятельно. Какие версии произошедшего выдвигают участники аварии, знает Анна Городнова. Загорелся зеленый, поехал. По предварительной версии, за рулем Kia находилась девушка. Версию произошедшего, со слов Автоледи, рассказал один из ее товарищей, приехавший на место аварии. Мужчина отметил, что иномарка выехала с улицы Зорги уже на разрешающий сигнал светофора и уверен, что имела приоритет. Впрочем, о том, что перед этим она должна была пропустить «Ладу», заявил и второй участник аварии. Когда завершаю маневр, по ПДД сказано, что мне должны уступить дорогу. Я же завершал маневр, получается. Водитель «Лады Гранта» рассказал, что ехал по улице Фучика, и когда выехал на перекресток, еще горел зеленый сигнал светофора. Иначе бы остановился. Говорит, цвет сменился на красный, когда он уже пересек стоп-линию. Молодой человек, уверенный в своей правоте, во что бы то ни стало, решил завершить маневр. Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались не на ходу. К слову, особенность этого перекрестка в час пик такова, что многие водители, едущие с улицы Фучика, не успевают завершить маневр в положенное время, из-за чего поток, едущий с улицы Зорги, вынужден ждать около 10 секунд, чтобы начать движение, когда освободится проезд. Вот те должны уступить. Они завершают маневр, получается, вот эти. Никто из участников аварии не признал свою вину. Не нашлось также ни очевидцев момента столкновения, не было в автомобилях и видеорегистраторов. Высока вероятность, что обоих автомобилистов ждет разбор ГИБДД. Возможно, там и решится, кто в конечном итоге будет признан виновным в этом столкновении. Место происшествия оба автомобиля покинули с помощью эвакуатора. Анна Городнова, Айрат Назипов, Ильнар Хатыбов, вызов 112.
Погибла в огне в собственном доме. Трагедия произошла накануне примерно в половине 4-го вечера в селе Теньки Камско-Устинского района. На единый телефон вызова экстренных служб 112 позвонили очевидцы пожара. Они сообщили, что в горящем строении может находиться женщина, хозяйка дома. К моменту прибытия огнеборцев бревенчатый одноэтажный дом полыхал открытым пламенем. И была угроза распространения огня на соседские надворные постройки, сараи и бани. С открытым пламенем спасатели справились за считанные минуты. И в ходе разбора обгоревших конструкций обнаружили тело 93-летней женщины. Предварительная причина возгорания, озвученная дознавателями, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Общая площадь пожара составила 52 квадратных метра. Студента задержали с наркотиками. В минувшие выходные росгвардейцы патрулировали коттеджный поселок Алтан в Казани. Во время проверки автомобиля Toyota Camry заметили неадекватное поведение пассажира этой иномарки. В ходе досмотра у него был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. 22-летнего молодого человека задержали и передали в руки прибывших полицейских, а само подозрительное вещество отправили на экспертизу. Результаты показали, что в пакетике находилось не что иное, как гашиш. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, ношение и употребление наркотических средств». Если его вина будет доказана, ему может грозить вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет. На продавцов сим-карт, не требующих у будущих абонентов сотовых сетей паспорт, обратили пристальное внимание сотрудники правоохранительных органов. В Автограде полицейские задержали 39-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые продавали обезличенные сим-карты, либо зарегистрированные не на покупателя, а на других людей. На правонарушителей составлены административные протоколы. Им грозит за данное деяние штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Полицейские напоминают, что продавать сим-карты имеют право только уполномоченные на то лица, то есть те, у кого составлен контракт с сотовыми операторами. Акция «Нелегальный абонент» продлится до 12 декабря этого года. Приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские» вступил в законную силу. Вердикт по этому делу Верховный суд Татарстана вынес 6 февраля этого года. Подсудимые получили от 17 до 24,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но осужденные и их адвокаты решили оспорить приговор в апелляционном порядке в Верховном суде России. А его решение Сергей Хайдаров. 6 человек, 6 статей Уголовного кодекса за тяжкие и особо тяжкие преступления. Убийство, покушение на убийство, грабежи и покушение на них, вымогательство и незаконная перевозка огнестрельного оружия. Приговор участникам преступной группировки «Казаевские» Верховный суд Татарстана вынес 6 февраля этого года. От 17 до 24,5 лет лишения свободы. Часть в тюрьме, часть в колонии строгого режима. Суд посчитал, что меньше за такие преступления назначить просто нельзя. В суде установлено, что с начала 90-х группировка «Казаевские», входившая в организованное преступное сообщество Юдина, держала под криминальным контролем ряд магазинов и кафе как в поселке Юдина, так и за его пределами, вплоть до 2013 года. При этом участники группировки совершали тяжкие преступления, но долгое время оставались безнаказанными, запугивая свидетелей и избавляясь от улик и тел убитых. Вплоть до 2013 года «Казаевские» держали в страхе не только жители поселка Юдина, но и Казани. Кроме этого, при совершении убийств члены группировки избавлялись от трупов так, что их никто и никогда не находили. В основном топили в реке Волга. Убить могли из-за любой мелочи. Один из участников группировки расстрелял беременную женщину, потому что их собаки сцепились на прогулке. За это преступление его судили отдельно. В 1999-м жертвой расправы едва не стал сам Николай Казаев. Тогда начинили тротилом и взорвали его «Ладу» 8-й модели. Но лидер группировки остался в живых. Не вся взрывчатка сдетонировала. Как установили следователи, подрывника потом нашли и убили. Полное описание преступлений, которые смогли доказать следователя, заняло 52 тома. На почве личных интересов отношений возник умысел на причине смерти или вину. Для этого они между собой вступили в преступный сговор. Читали приговор 2 дня, в общей сложности 122 года лишения свободы. Но осужденные и их адвокаты решили оспорить приговор в апелляционном порядке. Верховный суд России согласился с мнением прокуратуры, оставил вердикт без изменения. Апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу, но главаря группировки он не касается. Николай Казаев до сих пор находится в федеральном розыске. Сергей Хайдаров, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.